Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Этот год для якутской культуры особенный. Завершилась вторая декада Аланхо. Близится к концу строительство Арктического центра эпоса и искусств, который готовится к старту работы. Как древнейший эпос Якутии, ставший нематериальным наследием ЮНЕСКО, обретает новую жизнь в цифровую эпоху, и какие механизмы поддержки нужны носителям традиций, и как Центр эпоса и искусств станет мостом между прошлым и будущим. Об этом пойдет сегодня разговор в студии с моим гостем, генеральным директором центра Андреем Савичем Борисовым. Добрый вечер. Добрый. Рада вас видеть. Также. Ну, давно вы у нас не были, вы у нас знаковая фигура в культурной жизни республики. От работы в Якутском драмтеатре, в кино, руководство Саха-академическим театре имени Аюнского, до Министерства культуры, и вот теперь Центр эпоса и искусств, в народе Центр Аланхо или Аланхаленд. Вот как, на ваш взгляд, вообще культурная повестка Якутии эволюционирует, и какую роль в этом должен сыграть новый центр? Ну, поскольку я государственный советник Республики Саха-Якутия, то я бы хотел вот на ваш вопрос ответить с самого главного. Вот если телезрители помнят, и вы, конечно, сами помните, еще на заре вот как бы новой Якутии наш первый президент Михаил Ильич Николаев создал такой вот, ну, на первый взгляд, такую общественную организацию, которая называется Ассоциация Аланхо. Так? И потом Вячеслав Анатольевич Туров уже тогда он, как президент, во-первых, издал указ о создании десятилетия Аланхо, потом о создании театра Аланхо, об ИСЭХе Аланхо, не говоря уже о том, что и он, и Евгения Исаевна Михайлова, тогда зампред правительства, способствовали тому, чтобы наш эпос Аланхо стал шедевром нематериального культурного наследия человечества. Это объявляла ЮНЕСКО тогда. Вот, ну и потом Егор Афанасьевич Борисов в свое время также вот продолжил это десятилетие. Ну и сегодня, вот буквально вот в день Аланхо, наш глава Арсений Сергеевич Николаев, он продолжил также эту, скажем так, культурную политику, преемственность культурной политики. И объявил третье, да, объявил третье десятилетие. И это говорит о многом, потому что работа над эпическим наследием, где как раз-то все ценности традиционные, ценности аккумулированы, это во главе государственной политики. Это государственная политика. Поэтому то, что вот объявлено десятилетие, потом, значит, буквально вот проходит и прошло декада Аланхо, хотя в этом году даже объявили месячник, называется. И во время этой декады произошли очень интересные, очень важные события. Но во время этой декады наш десант ездил в Татарстан дружественный, да, показывал там наш эпос. Это татарские наши коллеги, Министерство культуры Татарстана, помните, когда прошлым летом они здесь провели Сабантуй федеральный. Вот, и такой ответный такой визит, ответный. Они, узнав о том, как у нас идет большая работа по эпическому наследию, по Аланхо, по эпосам других народов нашей республики, они пригласили нас на презентацию. Но самое интересное, они пригласили, чтобы мы показали, значит, по мотивам Аланхо театрализованное представление. Оно проходило в новом театре татарского театра имени Камала. Это уникальнейшее новое здание, вот, огромные такие, с 4 залами. Конечно, самый главный на берегу зал, озера живописного. Это, да, на берегу озера живописного, как наш артист Центра эпоса и искусств, на берегу нашего священного озера Сайсара, там у них считается священное озеро Кабан. Называется. И мы там провели эту презентацию. 3 театра участвовали: театр Аланхо, театр танца и Саха-академический театр. Так повезло, что в это время все театры были на федеральные средства, бюджет федеральный. Они как раз находились в гастролях, кроме театра Аланхо, который подъехал. И поэтому нам это обошлось, ну, скажем так, для бюджета никакого удара не было. И эта презентация прошла таким огромным успехом. И татарский зритель
очень долго. Вот я знаю, что иногда бывают успешные спектакли, там аплодируют, актеры кланяются на аплодисменты по несколько раз, по 3, 4, 5, а тут даже сказали, что около 10 раз выходили, кланялись, и нас благодарили за то, что мы показали величайшее явление мировой культуры, как наш эпос «Аланхо». А какое Аланхо показывали? Это, поскольку это презентация, то мы как бы сочинили из нескольких Аланхо один сюжет. Но, правда, мы, конечно, главным героем сделали Рейда Бурйдаэр Соготок, это муж одинокий, это, ну, скажем так, прообраз это Эллей Ботура такой. И, ну, мы сюжетно показали это. Конечно, сопровождалось это танцами, тоюком прежде всего. Они очень удивились такому явлению, как тоюк. Тоюк это, ну, знаете, да, тоюк, без тоюка нет Аланхо, без тоюка нет Исеха, без тоюка нет Асохая, поэтому это одна из самых главных, я называю кодом культуры народа Саха, тоюк. Но актеры театра Аланхо, они уже за эти 17 лет вот, очень даже профессионально выросли, и тоюк это звучало удивительно там. Ну, начиная с того, что наш знаменитый Саарин, вот, Александр Дьячковский, он начинает с тоюка, потом все время сопровождалось, музыкально сопровождалось это музыкальным коллективом театра Аланхо. Это уже аутентичная музыка. Музыка, которая, да, тут же народные инструменты, и это тоже очень важно. Потому что в наше время, когда уже музыка стала компьютерной, даже искусственный интеллект сочиняет, а тут живая музыка, живые игра такая наших инструментов, это очень... Аутентично, да, все? Всех очень поразило это. С большим успехом, да? Да, ну успех такой. До сих пор наши исполнители и так далее вспоминают этот особый такой духовный подъем, как приняли принял татарский народ, как принял татарский зритель, Министерство культуры Татарстана. Вот. Ну и потом ответное письмо было от имени главы Татарстана, у них Раис называется, Раис. Вот. Миниханов отправил письмо нашему Ильдархану Асену Сергеевичу с благодарностью там, о том, как все это было принято очень на высоком уровне. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или отправить сообщение в Телеграм текстом на номер 8 914 235 0502. Андрей Савич, ну вот вы знаете систему изнутри, и как госсоветник, и как в прошлом министр не просто культуры, а культуры и духовного развития. Какие принципы вы заложите в работу центра и какие горизонты откроются перед якутским искусством благодаря этому проекту? Очень важно, что, ну, сейчас, скажем так, общественное сознание артист Центра эпос и искусств воспринимает только как пока вот строящуюся материальную базу, вот объект этот, да, вот так воспринимает. А вот мне интересно, что там будет за начинка? Вот я пока... указом главы, распоряжением главы создан артистический центр эпоса и искусств, учреждение на базе бывшего такого института геокультурного развития. И я назначен генеральным директором. И сама работа, мы уже начали эту работу. Вот уже то, что мы сделали презентацию в Татарстане, буквально вот несколько дней тому назад в цирке мы собрали 7 коллективов и показали, вот тоже Аланхо показали, так. А внутри, там же в этом здании 3 учреждения будет. Это филармония, наша филармония, это театр Аланхо и, собственно, сам кластер артистического центра эпоса и искусств. У этих 3 учреждений у каждого своя программа. Понятно, филармония – это музыка, классическая музыка, национальная музыка и так далее, и так далее. А театр Аланхо со своими спектаклями выступает. А, собственно говоря, артистический центр эпоса и искусств, он будет организовывать там масса разных мероприятий, разных проектов, которые будут работать на всю республику. Например, простейший такой. У нас также указом главы создана система домов Аланхо. Так? Вот эти системы домов Аланхо, у нас сегодня 10 домов Аланхо, и этого еще будет прибавляться. И все проекты, которые дома Аланхо, разные проекты, начиная от
назовем так, с простейшего это постановка спектаклей по Аланхо, разные тоже проекты, они будут представлены на площадках этого артистского центра «Эпос и искусств». Причем сам артистский центр «Эпос и искусств», там, вот мы посчитали, около 18 локаций, 18 разных форматов можно делать в этом здании. То есть, не говоря, понятно, что филармонический зал, понятно, театр Аланхо, но само здание и само, как бы скажем, такой, ну, как бы зрительный зал, сцена и 3 урасы, у которых свои функции. Одна ураса, это архитектурно из 3 урасов состоит. Одна ураса – это мультимедийное искусство, там будет мультимедийные всякие рода представления, даже вплоть до того, что мультимедийное искусство. Мы хотим поднять искусство мультимедийное. Не просто там сопровождение всяким контентом, а мультимедийное искусство. Целые представления будут. В центральном урасе будет театр, разного рода мероприятия, которые республиканские учреждения культуры и искусства, начиная от театра Аланхо, Саха-театр, театр малотийских народов, театр оперы и балета, театр зрителей и так далее. Они совместно будут делать проекты, а иногда будут сами свои спектакли показывать, сами свои проекты будут показывать. И еще 3-й роса, мы назвали его обрядовой роса. Почему назвали обрядовой? Потому что мы считаем, что традиционная культура народов нашей республики, она очень-очень вот глубока и очень, скажем так, древняя, так, и очень такой связана с духовной культурой, с культурой народов нашей республики. Нам надо изучить, во-первых, и научно, и практически в этом обрядовой росе посмотреть разного рода алгысы, разного рода, например, семейные такие обряды, такие свадьбы и так далее, и так далее. То есть в этом плане внутри у этого здания будет разнообразность. Мы подчеркиваем разнообразие культурных проектов, явлений. Но еще этот центр, он же не просто здание, а еще и он примыкает к, вот как мы говорили, к озеру Сайсары. И там в озере Сайсары тоже мы сделали такой мыс. На этом мысе будут проводиться разного рода праздники, разного рода какие-то мероприятия, которые связаны там с временами года, там, ну, календарные праздники такие, да, сакральные какие-то события такие. Но еще плюс к этому, у этого здания впервые будет, у культурного учреждения впервые будет это эксплуатируемая кровля. То есть наверху почти над 100 метров в диаметре, там круг, 3 урасы, там амфитеатр там будет, и там на этой эксплуатируемой кровле можно проводить любые интересные. Но самое главное, главная задача наша состоит в том, чтобы эти мероприятия не просто были, ну, такие для галочки, для каких-то только событийные, а они должны двигать нашу культуру, как называется наш центр. Арктический центр эпоса и искусств. Арктический. Арктическая парадигма культуры должно в этом центре очень-очень даже сформулироваться. Мы сейчас где-то 7 проектов уже подготовили и начинаем разворачивать эти проекты, уже даже не имея пока здания. Потому что нам надо, вот эти проекты, они должны стать как общим достоянием. Мы должны, как, скажем так, я называю это разведка боем, мы должны это подготовить и уже с готовым проектом войти в это здание. Это вот как вы про циркумполярную цивилизацию говорили? Ну да, но это не я говорил, это в свое время очень так ярко на эту тему Ульяна Алексеевна, вот она очень так... Винокурова. Да, Винокурова. Арктический институт культуры и искусств наш, это разворачивает проект. Но здесь идет разговор, все-таки вот я спорю со своими деятелями культуры, искусства, с учеными и так далее. Мы говорим о южном происхождении культуры народов нашей республики, так? И народа Саха. Народа Саха. Да, но давно уже, тысячелетия уже, скоро тысячелетие будет, как здесь обосновалось, и здесь возник наш эпос Аланхо. Если говорить об эпосе Аланхо, то он, начиная от шумерской цивилизации, шумеров, там, скифов, там, саков, тюрков, хуннов, монголов, там, он оттуда имеет истоки. В степях, в Великой степи он создавался,
это Аланхо, но здесь вот, именно здесь Аланхо обрел вот такое, стал шедевром нематериального культурного наследия человечества. Поэтому я считаю, что мы должны больше сейчас обращать внимание и повернуть в сторону Арктики. Потому что, ну, не только потому, что политика государства в этом плане разворачивается, а еще и потому, что мы давно уже северяне. Мы давно уже на вечном Вы мерзлоке. ведь сами в сторону степи разворачивали с фильмом «Тайна Чингисхана». Да. Но фильм «Тайна Чингисхана» это был, как бы, я назвал это, мы как бы вошли в этот степь, отсюда, с севера в степь, поклонились прошлому, так, и попрощались. И ушли на север. Да, и ушли на север. Как наши предки делали. Поэтому в этом плане тоже очень предстоит такая научная, культурологическая и практическая, главная работа. Практическая в будущем. А вот вам не кажется, что Аланхо вообще у нас должно быть какое-то масштабное кино по Аланхо или анимация какая-то вот такая классная, красивая? Третье десятилетие уже, а ничего нету. Ну, я вот вспомнил, ну вот, Ирина, вы тоже помните, как журналисты, в свое время, когда шли «Дети Азии», я когда собрались много разных национальностей, народов, я, значит, на одном культурном мероприятии сказал о том, что аватар это тема аватара позаимствованы. Позаимствовано в Аланхо, да, это разошлось прямо такое. широко по федеральным СМИ, это разошлось. Не федеральные, мировые СМИ, 163 мировых СМИ, это вот там еще министр у них, что же народ, это кто такие Саха, там туда-сюда. А потом вдруг 2 недели держалось. И вот начали говорить о том, что, оказывается, у них великий эпос. У них, оказывается, правда, вот древо же в фильме «Аватара», такое же мировое древо и так далее. То есть я думаю, что и там же в «Аватар» же весь фильм же построен на новейших этих технологиях, на этих-то. Но я уверен, и уже это здание будущее, оно даст нам мощный импульс для того, чтобы эпос Аланхо и эпосы наших народов, нашей республики, они обрели еще и вот такой, через новые технологии обрели такой, ну, назовем так, если первая жизнь это было устное Аланхо было, потом печатное стало, потом запись была, записали на носителях, таких аудионосителей, потом видеоносители, потом театром стал. А теперь наступает время, когда наш эпос может стать вот как раз-то вот через новейшие технологии и мультфильмы, и кино, и так далее, и так далее. Не говоря уже 3D, искусственный интеллект. Вот. Например, я же говорю об одном из ОРАСАК, в котором будет мультимедийное. Мы можем в 3D. Вот идут же фильмы, то есть передача, которая называется, как это называется, по-моему, даже «Аватар» так и называется, когда вот поют такие, сделанные из 3D. Да. Вот на этой передаче вот и такие эффекты могут быть. Вот поэтому мы над этим тоже работаем, готовимся. И детишки готовятся к этому. Вот в художественном училище, в свое время создала школу креативной индустрии, и там дети вот с такого, школьники начинают там создавать вот этих 3D, разные такие образы такие. Вот Арьян Ермолаев там руководит этим. И вот они будут у нас, вот и дети будут. И я уверен, что наступит тот момент, когда вот именно от артистского центра пойдет вот, наш эпос, наши эпосы. Аланхо, оно обретет такую вот, как бы, назовем так, уже новую еще совершенно ипостась, новую жизнь. А вот столько организаций в одном центре, они будут себя комфортно чувствовать? Иногда бывает же, что когда много хозяев, значит, хозяина нет. Нет, там немного, там, вот юридически 3 учреждения, так? У каждого свой директор, но указом главы он назван кластером. То есть все это здание будет, управляющей компанией будет артистский центр эпоса и искусств. Но это доверили мне, я очень чувствую большую ответственность, понимаю, какая, вот правильно вы говорите, предстоит такая сложная работа, но если правильно все это организовать, наоборот это, есть же такое понятие сейчас, ну, модное слово, коллаборации такое, синергия творчества. Да? Когда совместные проекты будут, наоборот, это придаст новые импульсы для культуры и для искусства, появятся новые формы,
новые жанры появятся. То есть это будет площадка для экспериментов, да? Обязательно. Они между собой будут взаимодействовать, и будет что-то новое Вот рождаться. уже сейчас мы задумали один проект, и генеральный директор этого филармонии нашей, Туяра Игоревна Пестрякова, они радостно приняли мое предложение о том, что мы сделаем такую совместную, ну, назовем так, опера Аланхо такой будет. По одному из героев мифологии, в то же время говорят легендарный герой, а может быть даже историческая личность, по Эллей Ботру уже написана пьеса, сейчас готовится либретто, и мы будем создавать такой совместный, например, начнем с этого. И также другие театры. Вот буквально я сейчас ехал и разговаривал с театром малотийских народов. Вчера я с театром юного зрителя, с директорами говорил. Они готовы, и они с удовольствием хотят совместные проекты делать, ну и свои проекты тоже там. А международное сотрудничество какое-то планируется? С какими Это само название нашего центра предполагает, и даже одним из главных аспектов нашей работы должно быть международное сотрудничество. А Арктический центр эпоса. Ну, в свое время, вот я даже с вами на какой-то передаче говорил, да, Ирина, я говорил, что мы назовем его Евразийский центр эпоса, так, да. Но наши коллеги из разных евразийских стран, Казахстан, Киргизия, ну, и татары и так далее, и башкиры, вот, они вот сказали, а почему у вас должен быть центр, а не у нас тогда? Но тогда Александр Сергеевич я думаю, что внес очень важную идеологическую такую формулировку и название это арктический. Потому что Арктика, Арктика это же Азия, это азиатская страна, так, Азия, азиатская. Евразия это Европа и Азия, так, да? А Арктика мы как бы эту нишу занимаем. Но в Европе же тоже есть Арктика. Да, конечно, Норвегия, есть. там... Тем более, вот туда и веду, вот правильно, вы по географии хорошо учились, да? Вот, Вообще хорошо училась. Да, получается, вот смотрите, если по карте посмотреть, то арктические регионы планеты очень интересная культура. Кстати, эта культура не совсем выявлена, не совсем мы знаем про это. Канада, там, Финляндия, Норвегия, Аляска, так, да, вот буквально президент США и наш президент. Исландия. Да, Исландия, вот там, да. То есть там интересно, очень близкие к нам эпос есть, мотивы такие, очень близкие такие. Калевала, одно Калевала это финский и этот. Поэтому эта работа предстоит. Уже у нас создается отдел, который начинает разворачивать подготовительную работу. Придет же время, когда все равно приходит. Дай Бог победы, дай Бог нам, чтобы за нами была победа, и наступит, все равно мирное время наступает. И тогда образумится, и вот эти, скажем так, северные регионы европейских стран, они потянутся к нам, потому что наиболее изученные, наиболее живое и наиболее проведенная государственная политика по эпосу у нас, у Республики Саха-Якутия. Это уж я точно знаю, потому что и на Алтае я ставил спектакли, и на Башкирии, вот Татарстан сейчас приехали, в Китае, там, в Турции, там, я знаю уровень отношения к эпосу в этих странах. Ну, киргизы очень своим манасом гордятся. Да, но у них театра нету. У них называется киргизский театр, после того, как мы создали театр Аланхо, они создали театр Манас, но там не идут спектакли, там монасчиты поют, ну там концерты и так далее. Ну как Аланхасут да, а тут же профессионально. Это мы же создали новый вид театрального искусства. Это театр Аланхо на основе эпоса Аланхо и на основе мелоса народа Саха, тоюк. Это же мелодия, это песня, это поющая, это национальная опера. Так. И это уже стало явлением уже мирового. Это такие же театры, как театр Кабукин, но Пекинская опера, и Кутиятам индийский, там, или Натья Шастра тоже индийская. Вот. Буквально вот, смотрите, вот, вы спросили очень важный вопрос. Там, буквально полгода тому назад премьер-министр Индии Моди, он обратился к нации, полуторамиллиардной нации, и рассказал про спектакль театра Аланхо, который поставлен по эпосу Махабхарата, индийскому эпосу. Но самое интересное, это пьеса тогда. И наши актеры поют таюком это. И он это рассказал. Поют таюком? Поют таюком Махабхарату, индийский эпос. Очень похоже, очень близкое. Когда театр Аланхо был
был в Индии, в Дели, и участвовал на фестивале Махабхарата, и там индийцы сидели, смотрели, как будто это ихние. Вот они все понимали, понимаете. Поэтому, конечно, культурная политика, международная культурная политика, она, вот это новое здание, условия новые, не говоря уже филармонические, там новый же филармония, же зал будет на самом высоком уровне. Вот приезжал маэстро Гергиев, и он первый вопрос, который спросил там, сколько зал? Мы сказали 700. Тогда сказал, хорошо. А акустика? Александр Сергеевич сказал, это будет на мировом уровне. Тогда будут приезжать к нам самые лучшие музыканты. Они же, это же музыка, это акустика, живая музыка, живая, не увеличенная там звуковыми там колонками и так далее. Поэтому международное сотрудничество, всероссийское сотрудничество будет очень широко развернуто. К нам будут приезжать. А ты сейчас приезжаете, и куда они, где им выступать? В театре оперы и балета. И все, остальные здания же не приспособленные совершенно. И то театр оперы и балета, даже театр оперы и балета, у нас сейчас реконструкция, видимо, должна быть, с тем, чтобы сделать правильную акустику. Ну, там и зал небольшой, там акустика-то хорошая, но, в общем, и зал не самый вместимый. А сколько будет вмещать зал большой? Ну, вот тут тоже интересно. Вот. Всего, когда максимально будет загружено это здание, то 1500. Это 700 мест, этот филармонический зал, и 850 или 60 мест будет зал, вот центральный зал. Но на самом деле, поскольку, я называю, 3 портала у этого театра, 3 портала. Ну, портал — это экран сцены, так. У РОСА с одной стороны портал, другая РОСА с другой, с этой стороны тоже портал. Везде зал. И он иногда может становиться просто театральным залом на 450, 480 там, с балконом мест, так, да. А иногда он может дойти, вот я говорю, до 850, а иногда может до 1000, когда необходимы такие массовые большие такие спектакли и концерты какие-то. И это тоже. То есть трансформер, сцена трансформер. И зрительный зал тоже трансформер. Но, тем не менее, несколько лет назад были у многих сомнения насчет целесообразности возведения такого масштабного центра, насчет объединения разных культурных организаций в нем. У вас сомнений не было? Нет, это, человек, видимо, существо, которое любит сомневаться. Потому что сомнение же двигает прогресс, говорят, да? Зависть и сомнение двигает прогресс, там говорят. Но дело вот в чем. Вот это говорят люди, которые не знают культурную ситуацию города Якутска до всей республики. Поскольку, вот представь себе, каждый вечер, когда ты заходишь в залы Сахатеатра, Русского театра, оперы и цирка, там основные здания, то переполнены залы. А особенно зимой так. А зима, вот представь себе, особенно для молодежи. Рядом же с этим артист-центром эпоса и искусств стоит уже наш знаменитый университет, Северо-Восточный федеральный университет. Там около 20 тысяч студентов учатся. Так. Для них это 5 минут ходьбы, 5 минут. Так. Но университет сейчас, вот я с Евгением Савиным на эту тему говорил так, да, в свое время, и сейчас будем разрабатывать проекты, совместные проекты. То есть молодежи, я вот каждый раз, когда я вижу, как в торговых центрах молодежь наша на этих, вот как называют? Эскалаторах, толпа молодежи поднимается, потом через другой эскалатор спускается и сидят в тесных кафе и так далее. Так. То есть зимой особенно, самое такое время, молодежи некуда идти. Хотя, скажем, там есть танцплощадки, там, театры, там, но театры работают по вечерам тогда, а общественное пространство, это общественное пространство, там всевозможные будут эти пространства, в которых спокойно может молодежь, и там и библиотека, и там и кафе, и там и вот как я сказал, несколько залов и так далее. Да? Поэтому это не роскошь. Это совершенно не роскошь. Общественное пространство, особенно в таких климатических условиях, как у нас, оно не роскошь. Это необходимость. Это необходимость. И без это уже давно востребовано. Другое дело,
с опозданием, так, но тем не менее надо делать. Лучше поздно, чем никогда. А какие кадры нужны сегодня центру? Или там уже все, наполнение есть? Или как-то вы будете привлекать Нет, специалистов? вот, там, конечно же, нужны как кадры. Есть распоряжение главы о том, чтобы артист-центр эпос и искусств был обеспечен кадрами. Поскольку самые важные кадры, в творческом плане у нас есть кадры, слава богу, в этом плане у нас артистский институт культуры и искусства готовит и режиссеров, и актеров, и танцоров, и музыкантов, и так, художников, и С так далее. Все творческими они кадрами есть. Так. нет проблем. А вот технические кадры, самые сложные, люди, которые работают с новыми технологиями, с новыми... С мультимедиа вот этим. Мультимедиа это даже, там вообще надо работать, там создавать надо. Это новое все-таки направление. Не говоря же о простейших, для театральных технологий. У нас нет компьютерных специалистов, которые работают на компьютерах с этими театральными технологиями. Но мы договорились о том, что наш частный партнер ВИЗ, они будут обучать тех людей, которые наиболее таких близких, которые понимают в этом деле, они будут обучать с тем, чтобы они разбирались с технологиями театральными, новейшими театральными технологиями. Представьте себе 3 круга там, которые поднимаются, отпускаются. То есть подъемники разные высоты, разные звуковые, там масса всего и вся, и там нужны специалисты. Уже специалисты, на энтузиазме уже не пройдешь. Как будете привлекать? Ну вот как потихоньку мы сейчас прошлись по учебным заведениям, колледжи культуры были, вот буквально недавно так. И будем смотреть за молодежью. Нам очень необходимо, чтобы молодежь... И потом к этим специальностям тянется молодежь вот, в этом плане. Набирать с разных институтов. Кстати, вот ребят, которые работают в театре Аланхо, готовят же артистский институт культуры и искусств, так, да? А колледж готовит таких специалистов по разным направлениям, фотографы, там, медиа, технологии там, и так далее. Поэтому мы будем привлекать молодежь. А с улусами как-то будет работа построена? Вы упомянули вот эти дома Аланхо, которые, да, будет какая-то отдельная работа с ними? Вот в эти дни, в дни декады, к нам мы организовали наш артист-центр эпос и искусств, мы организовали поездку в Якутск, выступление народных театров, да, которые некоторые находятся внутри домов Аланхо. Вот, Горный был, Вилюйский был, там, потом скоро вот 14-го будет Намский. Вот, они ставят Аланхо. Вплоть до того, что у нас же энтузиазм такой народный в плане увековечения и как бы трансляция Аланхо, очень высокий энтузиазм, народный энтузиазм. Вот, смотрите, Вилюйский, даже 2 оперы поставили, Вилюйский. Оперу, а это я знаю же. Классическую прям оперу. Ну да, Нюргунботтер и Свыкрнастер ставят оперы. Это, они самодеятельность. Но они на самом таком интересном высоком уровне ставят оперы. То есть, значит, это очень востребовано. Это для этого это не просто вышел, спел там. Это же огромная работа. И костюмы шить, и изучить, и по нотам петь, и это оркестр, Андрей и так далее. Александрович, у нас буквально минута остается до конца эфира. Вот если представить идеальный сценарий через 5-10 лет, каким вы хотите видеть центр Аланхо, какие измеримые результаты будут означать, что миссия выполнена? Ну, во-первых, этот центр должен стать известным всему миру. Нужен хороший пиарчик там. Да, очень-очень. Во-вторых, этот центр должен способствовать новому, новой парадигме, называю это, культурного развития. То есть новый этап культуры должен произойти. Но и в-третьих, этот центр должен способствовать, чтобы наши улусы, наши города, села, чтобы они смогли в лучших условиях, мы им создавать будем лучшие условия, чтобы они в этом центре с удовольствием, с одной стороны, показывали свои таланты, свои спектакли, мероприятия, концерты и так далее, но самое главное, и в результате, чтобы они развивались. Вот три
3 вот аспекта я называю, но самое главное еще, нам нужно культурный процесс поднять на новый уровень. И это уже, ну, скажем так, это близкий горизонт такой, уже открываются новые горизонты. Спасибо большое, Андрей Савич. Мне кажется, для вас лично, вот тоже как для художника, как для руководителя, через этот центр для вас, ну, мне кажется, для вас это личная история такая немножко. А в культуре всегда это личное. Любой человек культуры, он не только думает о своих спектаклях, ролях, он всегда, для него это личное, но это всегда работает на развитие республики. Вот, поэтому вы правы. Спасибо большое. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.